Хайрлик Вячеслав, добрый вечер. Сегодня у нас как раз-таки наконец-то состоялась встреча медицинского клуба «Гиппократ». Мы уже очень много собираемся, давно не собирались, и вот решили собраться наконец-то, потому что у нас студенты медицинских вузов очень просили, говорят, соскучились очень. Вот мы как раз решили провести сегодня такую встречу. Наши встречи непосредственно направлены для того, чтобы люди знакомились между собой, общались. Как раз-таки для вас, для того, чтобы вы друг другу направляли, помогали, для того, чтобы вы уже пользовались кадрами будущими здесь, потому что и врачи, и профессора, и доктора наук собрались. Как раз сегодня у нас расскажут про то, чему мы будем обучать. Как раз Дана Юсуфовна нам тоже расскажет, какие пользы она может дать вам. Вот, меня зовут Гульнара Ярулина, я координатор вот нашего татарского штаба. Штаб татар уже больше 27 лет в Москве существует. Вот на таких теплых стенах, именно в центре города Москвы, мы собираем такие встречи. У нас также есть клуб офицеров. Мы также активно собираем студентов. Каждое воскресенье мы проводим встречи для студентов Москвы. У нас очень много клубов разных по интересам. Сегодня по пятницам у нас, например, мафия проходит, тоже татарский, башкирский клуб. Также у нас очень много активностей помимо нашего штаба. Мы за здоровье, за ЗОЖ. Вот есть люди-активисты, которые проводят вместе мастер-классы. Также мы хотим, чтобы это было польза для вас и чтобы вы также приносили пользу для других. Рустам Фаисович, наш главный идейный вдохновитель, вот он как раз тоже хотел рассказать о том, недавно он ездил в Татарстан, очень эффективно провел поездку у себя на родине. Знаете, то, что у нас сейчас БРИКС в Казани проходит, очень важное событие для нас, для всех вообще, у каждого есть что, наверное, сказать, свои мысли об этом. Xayrli kech, mana bek yaxshi bor bizda yildik menda, bek yildik. Mana bizning bek doktorlar, vrachlar endi bek daraja o'sdi mana pandemiya vaqtida. Shulay endi ularning kerakligin, ularning endi mana qadrin aytamiz. Birlik biz pandemiya turida chog'ida endi. Ko'p kishi mana bizning добровольцlar endi mana pandemiya vaqtida ishladilar. Hozir ko'p bizning meditsinskiy klubdan endi VSUga ketdilar, biz uni тоже bilamiz endi. Mana shulay etib biz jiyalabыз монда. Bizning Moskvada endi mana bizning buni ulab chiqargan supruga Tabeeva endi. U o'z vaqtida bizning bor edi 1692 года mana shunda было ответвление врачlar endi jiyala boshladilar. Jiyala boshladilar. И значит нәрсәгә менә Гульнар уже әйтте, бергез булышырга, менә карьер буенча, эшкә керү буенча, танышу буенча. Менә шулай итеп, чтобы сезнең инде үзегезнең булды шундый кайф бергез булышырга, менә бергез белән аралашырга. Уртак фикерләр менә сез барыгыз да эшләйсез шул отрасль медицина, да? Шул бит инде бик ул кирәкле инде, бик ответственно менә. Шуңар инде без клуб Гиппократ, без сезне җыябыз монда через Гиппократ күп кеше эшкә керде, күп кеше өйләнде, да? Значит, шулай итеп менә бүген яхшы кич шундый уздырырга, барыгыз да танышыгыз үзара, бергез белән бергез инде. Бик яхшы булыр иде татарча сөйләшсәгез сез. Менә аннан соң татар җырларыбыз менә бүген уникальный безнең бар баянист Марсель. Монда инде менә Дана Юсуфовна бик зур рәхмәт, ул безнең председатель клуба, менә ул үзенең монда килү белән безнең клубның дәрәҗәсен күтәрә. Менә шулай шуңар инде вакыт табып безгә килү инде ул бик зур безгә шатлык инде. Менә шундый консультация күп кешеләргә бирә, ул өйрәтә ничек менә категория там медицинский карьера ясарга инде. Менә безнең монда күп, аннан танышып чыгарбыз да, барыбызда тиз генә. Танышыйк тиз генә тогда в блиц-режиме по 3 минуты. Меня зовут Валишина Эльмира. Я уроженка Казани. Работаю и живу в Москве в том числе. Я генеральный директор компании Silkway. Это компания, которая занимается оздоровлением. У нас в Китае свои заводы. Кому интересно, там поближе все расскажу.
Все, что касается здоровья, оздоровления, есть приборы, есть БАДы, ЧАИ. В общем, это не традиционная медицина, как вы понимаете, да? Вот. Есть водородные ванны, водородная вода. Это то, что сейчас ноу-хау, кто вот, читает, наверное, слышит, что какое активное влияние водорода на организм. Поэтому всегда открыто к сотрудничеству. Можно тоже к нам всегда в центр приехать, получить бесплатно консультацию, пройти процедуру, пройти обучение, получить международный сертификат. Все бесплатно, ребят. Всех приглашаю. Ленинградский проспект 27. Вот, открыто всегда к сотрудничеству. Очень люблю родной свой Татарстан, патриотично очень, поэтому к татарам особое внимание и забота. Меня зовут Миляна Сыбулина, я врач-акушер-гинеколог с опытом работы 25 лет. Работаю здесь, в Москве, в медицинском центре «Миллениум», метро Баумановская. В своей работе использую методы традиционной, доказательной, превентивной медицины. Если есть у кого-то какие-то вопросы, обращайтесь. Меня зовут Шакирова Роза Гаязовна. Несмотря на возраст, я совершенно юная девушка, как вы понимаете, да? Заканчивала Первый Московский медицинский институт. Работала долго в институте Габричевского. По медицинской микробиологии у меня диссертация защищена была в свое время. Ну а потом, когда надо было уже приниматься за докторскую диссертацию, случилась вот наша, как она называется, перестройка. Мне нужно было срочно менять работу для того, чтобы, что-то зарабатывать. Вот. Но в итоге, что бы я ни делала, все здорово получалось. Вот. И теперь, когда я понимаю, что я могу уже заниматься тем, что по душе, вот, мне помог случай заниматься именно тем, что мне по душе. Я, извините, года 3 была совсем старушка, я ходила с клюшкой. Одним словом, я случайно узнала, что можно помочь моей племяннице, которая больна раком крови. Я даже стеснялась ей звонить, думаю, официальная медицина ей все делает. Не Ходжкинская лимфома, кто доктор, он все понимает. Вот, в Башкортостане, в Стерлитамаке. Я случайно узнала, что можно БАДами сибирского здоровья, Сибирин Wellness корпорация международная, помочь ей. Вот. Она меня послушалась, она меня очень уважает. И вот спустя 5 лет, мои дорогие, ей сняли, не только что она пластом лежала после химиотерапии, а с нее сняли инвалидность по раку крови. Вот какое чудо, я счастлива этим самым. Мало того, я случайно, желая помочь ей, узнала, что мне, человеку убежденному, что только медицина официально мне может помочь, да, и у меня был вердикт срочно менять коленные суставы, вот, я получила пользу для себя. Вот этими натуральными препаратами при определенной программе я перестала пользоваться клюшкой и бегу, и пляшу, и все что угодно. Одним словом, мои хорошие, всем готова причинить, сделать добро. Пожалуйста, давайте знакомиться. Практически при любой болезни, господа доктора, не отрицая ваши заслуги, я тоже, извините, с очень хорошим образованием медицинским, мы можем друг другу помочь, чтобы люди не умирали от той же химии, чтобы не умирали. Меня зовут Калмыкова Зиля, я врач-эндокринолог, диетолог. Родилась, выросла в городе Чебоксары, в 17 лет приехала, поступила в институт Пирогова, затем у меня была ординатура в институте эндокринологии, там же аспирантура, и там же я защитилась. Сейчас я в таком полудекрете, скажем так, то есть я продолжаю работать, научную деятельность тоже продолжаю, но в меньшем объеме. Обучаю пациентов, работаю со студентами, с врачами. Как диетолог я работаю не только в контексте веса, потому что диетологи у многих ассоциируются только с этим, но я работаю, скажем так, со всеми патологиями, то есть это интеральное, парентеральное питание, различные заболевания всевозможные, от ЖКТ до онкологии. Работаю сейчас в частной клинике сети GMS, может быть, слышали. В институте эндокринологии тоже на связи, но сейчас пока на расстоянии Латинтурки. Вот, если что, буду рада помочь. Менің есімі Азат, мен өзім доктор болып ішлемеймін. Мен келдім апа білен, бұл менің апа. Салмысыз, менің есімім Гульшат, Ахмерова Гульшат Фаритовна. Я детский лор-врач, сурдолог, педиатр. Закончила в 22 году Башкирский медуниверситет, в ординатуру поступила в Москву. Сейчас работаю в клинике Святого Владимира лор-врачом, оперирую. У кого, если есть какие-то вопросы, тоже обращайтесь.
Меня зовут Имамгаязова Камила, я родом из Республики Башкортостан. Приехала в Москву 5 лет назад, отучилась в ординатуре здесь. На сегодняшний день работаю с онкологическими больными в МКНЦ имени Логинова. Занимаюсь диагностикой болезней сердца. Если есть какие-то проблемы, всегда буду рада помочь. Меня зовут Эльмира, я родом из Татарстана, город Азнакаево, Набережные Челны. Закончила 2-й мед. По первой специализации я акушер-гинеколог, по второй врач ультразвуковой диагностики. Работаю в военном госпитале Бурденко. Если нужно обратиться, диагностировать. Меня зовут Халиулина Аль, я студентка 2-го курса лечебного факультета РНИМО имени Пирогова. Все. Здравствуйте, меня зовут Адиля. Я также студентка 3-го курса РНИМО имени Пирогова и по совместительству теперь председатель татарского землячества. Вот, тоже активно занимаюсь и учебой основной на 3-м курсе, и научной деятельностью. Вот, буду рада познакомиться. Добрый вечер, меня зовут Алсу. Я тоже еще студент 3-го курса и тоже из РНИМО имени Пирогова. В целом, пока что все. Меня зовут Румис, аспирант кафедры урологии, врач-уролог. И по совместительству у нас сеть медицинских центров, стоматологией занимаемся и многопрофильные медицинские центры. Кому интересно, можете зайти на сайт Лояль Медицина либо Лояль Стоматология. Там вся информация в доступности. Меня зовут Сабина, я студентка 4-го курса Российского университета медицины, высший 3-й, нет, более известный, на стоматологическом факультете. Меня зовут Наль, я ординатор 1-го года на кафедре ортодонтии в 3-м медицинском вузе. Всем добрый вечер, меня зовут Альбина, я студентка 3-го курса Российского университета медицины на стоматологическом факультете. Меня зовут Камила, я студентка 5-го курса 1-го меда имени Сеченова. Меня зовут Назар, я выпускник Таджикского государственного медицинского университета, я врач-хирург, работал более 20 лет хирургом у себя в Душанбе. Здесь я сейчас пока работаю в строительной компании врачом Алимстрой. Меня зовут Инара, я врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга в МИНС гематологии. Училась в Российском университете дружбы народов, ординатуру проходила в МИНС гематологии и сейчас на 3-м году аспирантуру там же. Помимо этого работаю в отделении трансплантации костного мозга в МИНС онкологии Блохина. 5 лет назад закончила университет, Казанский государственный медицинский университет. Закончила ординатуру по специальности терапия. Работаю в Москве в больнице имени Плетнева врачом-терапевтом, стационарным врачом. Также еще я немножко функциональный диагност и врач-диетолог. Меня зовут Руслан, я студент 6-го курса РНИМО имени Пирогова. Также я работаю медбратом в больнице имени Спиранского, детской больнице. И также работаю в частном центре преодоления для инвалидов. Меня зовут Батархан, я студент 3-го курса РНИМО имени Пирогова. Я Рафиль, прохожу ординатуру по педиатрии в РНИМО имени Пирогова. Все. Меня зовут Зиля, я из Набережных Челнов, и я тоже из РНИМО имени Пирогова, 5-й курс. Зуля Айдаровна, я врач-детский онколог, сама родом из Башкирии. Закончила там университет, там же прошла ординатуру по детской хирургии. То есть у меня 2 специальности, детский хирург и детский онколог. Но и сейчас у меня сертификат по детской хирургии, к сожалению, закончился, поэтому я сейчас только детский онколог в Морозовской больнице. Меня зовут Эльвир Тахатович, я хирург, профессор из Склифосовского. 50 лет почти что в Склифосовском. Я воспитал ординаторов более 1000. Так что я смотрю здесь действительно, вот просто надо как-то отработать нам. Вот все говорят, пожалуйста, знакомимся, все. Оставить телефоны, как-то координаты или по списку, как-то, чтобы... Ну, вот есть. А? У меня. Я понял, все. Нет, я в той части, что... Ну, вот всех сейчас, ну, столько прекрасно. В той части, что я... Да, я давно в татарском центре здесь, по крайней мере, с нашими соотечественниками. К сожалению, вот он недавно умер, Акчурин, все мы знаем прекрасно его. Мы очень часто, почти что 10 лет, ежегодно вылетали в Казань. Сам еще тот прошлый президент свой самолет нам представлял. И он был как раз председателем. Я у него правой рукой. И я как бы организовывался, нас, оказывается, профессоров, кандидатов медицинских наук, соотечественников, около 100 человек в Москве.
Это огромное количество. С учеными степенями только. Ну, естественно, но профессора, они не могут без степени быть. Такого, это раньше было в Советском Союзе, а сейчас нет. В этой части я очень хочу сказать, я давно это продвигаю. У меня список этих 80-100 профессоров, телефоны. Все, и они заведующие директора в Москве. И мы давно предлагали, я пока продвигал, организовать вот именно сбор наших профессоров, по крайней мере, и в татарском центре на Третьяковке организовать прием наших соотечественников. Раз в неделю, телефонная связь прекрасна. Просто собрать, например, вот сегодня тема кардиология, диетология, о чем угодно. Специалисты, никто не откажется прийти. И к этому часу, к этому дню придут абастайлары, бабайлар придут, наши пожилые, наши же соотечественники. И мы спокойненько их выслушаем, с лекции выступим, подскажем, как что делать, чего. А когда станет вопрос, тяжелый артроз, вот с палочкой ходила, пожалуйста, я знаю, где протезируют. Ну, поверьте, 50 лет в Склифосовском. У меня в каждом институте мои ученики, ординаторы, в принципе. И поэтому любую патологию, в принципе, да, надо трубочку взять. Раньше, конечно, было проще, сейчас немножко сложнее. Но в любом случае я продолжаю эту тему, оставляю, что нужно вот это организовать. Поверьте. Хотя мне сказали, что да ладно, они при каждом районе, у них там в Трампо пошли в поликлинику, решили вопрос. Да нет, поверьте, когда я сутками дежурил, привозили абастайлар, бедную старушку. Ну что, доктор должен осмотреть, это раздеть, все, она готова умереть, но за что не раздеться? Это я ее понимаю прекрасно. Ее религиозное начало, все прочее. И вот в таком отчаянии. А вот здесь заранее мы спокойненько объясняемся, выясняем, все, и повторяем, вот эти вопросы решать. Их же тысячи в Москве одиноких людей. Также наши соотечественники. Я не буду дальше долго об этой части говорить. То есть понятно, это первое что. И я считаю, я буду продолжать снова. Сейчас новый директор в этом татарском центре, мы снова с ним будем говорить, и как этот вопрос решать. И вот здесь, пожалуйста, вот мне как раз ваши тоже нужны, желательно, по крайней мере, только в этой части. Мы обязаны друг друга поддерживать, почему мы собираемся. Почему для нас вот приглашают нас, товарищи наши организуют. Так что, а в этой второй части, я думаю, потом мне дадут еще на одну пару слов, минутку. Я просто, да я же говорю, более 1000 ординаторов я воспитал за 50 лет в Склифосовском. Именно по экстренной патологии, именно по политравме, которой никто в России не занимается, к сожалению. Сейчас же вообще ужас, что творится в здравоохранении. Но это второй вопрос. Так что вы все молодые, амбиции у вас прекрасные, защищайте диссертации, я всегда готов помочь. Я свой телефон оставлю, ну, пока они там есть, еще раз говорю, в любой момент обращайтесь, и если видите, что я готов, в чем-то я могу, я с удовольствием буду это делать. Здравствуйте, меня зовут Кикеева Гелян, я представляю коалицию здоровья БРИКС, являюсь международным амбассадором традиционной медицины, занимаюсь продвижением врачей традиционной медицины, это рефлексотерапевты и неврологи, и продвигаю их на международной арене. Спасибо. Меня зовут Резида, я детский хирург, сейчас прохожу профпереподготовку по специальности травматология и ортопедия, хочу заниматься детской кистевой хирургией и микрохирургией. Родом я из Республики Татарстан, из города Набережные Челны. Окончила первый мед имени Сеченова, ординатура, была на базе второго меда, Филатовская больница. Вот, так что рада буду знакомствам. Меня зовут Лиана. Я закончила Ижевскую государственную медицинскую академию, специальность педиатрия. А далее я училась 2 года в ординатуре. В этом году закончила ординатуру Федеральный медико-биологический институт имени Бурназяна. Специальность офтальмология. Недавно сдала аккредитацию, поэтому пока нахожусь в поиске работы. Сама родом из Набережных Челнов, Республика Татарстан. Очень буду рада знакомству. Я врач-эндокринолог-диетолог Кремлевской больницы Аминова Лилия Рустамовна. Являюсь соискателем в степени кандидата медицинских наук во Втором медицинском институте. Ординатуру проходила при Первом медицинском университете и лечебный факультет Башкирского государственного медицинского университета. Родом из Республики Башкортостан. Нечаев Олег Игоревич, выпускник Пермского медицинского тогда академии. В настоящее время доцент кафедры хирургических болезней медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук, ученик академика Черешнева Валерия Александровича,
В настоящее время на кафедре ведем активную работу со студентами как учебную, так и практическую. Впервые на кафедре организован студенческий научный кружок имени академика Ивана Гурьевича Руфанова. И в настоящее время планируется заседание кружка, о которых я буду информировать. Милости просим. Я Фатхуддин Вадина Алмазовна, я из Мусюмского района Республики Татарстан. Окончила школу, сейчас пока студентка, просто студентка 4-го курса 1-го меда РНИМУ имени Пирогова. Я Камила, студентка 6-го курса Русунимеда. Ищу работу медсестрой пока что. Здравствуйте, меня зовут София, я из города Уфа. На данный момент я учусь в РНИМУ имени Пирогова. У меня нет знаний, с которыми я могла бы поделиться, но я бы с удовольствием пообщалась с людьми, которые более старшего поколения, которые уже прошли путь становления врачами и дали бы мне какие-то советы. Спасибо. Меня зовут Ильюза, я родом из Чувашии, окончила Казанский государственный медицинский университет. Сейчас работаю врачом-терапевтом в студенческой поликлинике. Также прохожу ординатуру РНИМУ имени Пирогова по специальности терапии. Здравствуйте, меня зовут Диля, я репродуктолог, акушер-гинеколог, закончила Казанский государственный медицинский университет, ординатуру в 1-м меде. Сейчас работаю врачом-репродуктологом в отделении ВРТ в Сеченовском центре материнства и детства. Юсупов Равшан Рашидович родился в Узбекистане, работал в Узбекистане со сборной Республики Узбекистан «Спортивная вертебрология». На данный момент являюсь инструктором долголетия, преподаю цигун тайцюань. Это мягкая, плавная китайская, которая, знаете, да, там все это. Результаты достаточно хорошие. Послеоперационные приходят, послеонкологичные, после химии приходят. Ну, как-то так они, афферентные связи, мотонейронные связи, просто бабушки молодеют, я просто сам удивляюсь. Так что это дело хорошее, я готов поделиться этим всем. Кто бы чем бы из нас с вами не занимался, это наше с вами общее достояние. Халкам хазинасы. Вот каждый из нас, чем бы он ни занимался. Поэтому я немножко очень коротко перечислю, чем я занимаюсь, да? Действительно перечислять приходится. Я доктор медицинских наук, профессор социальной медицины, экономики и управления здравоохранением, заслуженный врач Российской Федерации, изобретатель СССР, член Союза журналистов России. Я пишу и художественные книги тоже. Окончила 5 институтов, магистр юриспруденции, профессор психологии, была ректором Московского института психологии, была в свое время. Просто человек, влюбленный в свою профессию. Плюс ко всем моим недостаткам, я была депутатом Государственной Думы 2-го созыва, историческая личность. Я об этом говорю, не то, что вот я вот такая, это мы с вами такие, понимаете? В истории такого не было, чтобы татарка вошла в центральный список партии власти. Это никогда такого не было. Никогда такого не было, чтобы татарка была в штаб-квартире НАТО и при этом разговаривала на татарском языке. Вы понимаете? Вдруг ко мне подходит, а я возглавляла парламентскую делегацию Российской Федерации, Государственной Думы, ко мне подходит натовский генерал, начинает разговаривать на татарском языке. А я и глазом не моргнула, как будто все генералы НАТО должны знать по-татарски. И, значит, с ним вовсю разговариваем. Моя делегация, челюсть отпала. На каком это языке Дания Исуфовна с генералом НАТО разговаривает? На татарском, друзья, на татарском языке. Прилетаем в Америку, в Нью-Йорк, ждем самолета на Бостон. Жена академика Нигматуллина, Венера Ханым, дала мне телефон в Нью-Йорке проживающих татар. Я пока ждем самолета, звоню и начинаю говорить на татарском с ними. А у меня опять все, господи, на каком языке она с американцами говорит? На татарском, друзья, на татарском языке. Когда я была в Финляндии, там финские татары, они русского языка не знают, но прекрасно сохранили татарский язык, понимаете? Значит, это была у меня и официальная была поездка, а это я была частным их гостем. Значит, а у них друзья в парламенте Финляндии. Они им похвалились. А вы знаете, у нас в гостях депутат Государственной Думы России. Они говорят, познакомьте нас с ней, потому что совсем на нет сошли контакты с парламентом России. Устраивают мне прием, значит, в Финляндии, так? И
А как переводить меня? Я английского не знаю, мое поколение немецкий учило. Они русского не знают. И по-татарски я им говорю, а они переводят меня на финский. Опять-таки татарский язык нужен. Вы представляете? Друзья, дух нашего клуба все-таки татарский. Или это мы с вами татары, или люди, симпатизирующие татарам. Поэтому, друзья, я это все рассказываю. Наше с вами это общее достояние. Вот этот дух татарский, да? Гордость за свою татарскую нацию. И всегда пусть больные говорят: я пойду лечиться к татарину, к татарке, потому что это очень добропорядочные, очень внимательные, это очень любезные люди, потому что у нас менталитет уже такой, татарский, мусульманский. Балакаем, татардарсин, бір заман бір әби миңа келіп әйтә, мусульман нуры бар синдә. Менә шундый мусульман нуры безнең барыбызда булып торсын. Бигрәк тә бу мөһим врач, табиб һөнәрендә, бигрәк тә. Шул мусульман нуры, балакайларым. Я могу продолжать примеры, как в разных концах земного шара, а мне просто пришлось в силу своих обязанностей всяких побывать в разных концах земного шара. И представляете, в любом уголке земного шара, не говоря про каждый регион России, есть татары. Есть, друзья мои. Значит, коллеги, были у нас встречи, когда я, вот учитывая, кто тут находится, каждому давала советы по жизни. Я просто не хочу отнимать у вас время, быстро только вот скажу. Студенты, не забывайте после 3-го курса проходить аккредитацию в качестве средних медработников. Начинайте где-то совмещать, работать, потому что вы приходите к нам в ординатуру, а огромное количество баллов начисляется тем, кто имеет трудовой стаж. Сколько ко мне прибегает людей: ой, помогите, баллов не могу набрать. Я говорю: где у тебя стаж? Где у тебя публикации? Уже на старших курсах думать надо про публикации. Можете ко мне обращаться, что теперь делать. Помогала поступить в ординатуру. Алсу Суфиянова, помните, где Гульнарочка? Алсу Суфиянова у меня на кафедре прошла ординатуру. Так, сейчас она в Министерстве обороны работает в отделе эпидемиологии и так далее. Дальше, друзья, молодые врачи. Помогаю пройти аккредитацию. Я являюсь председателем первичной специализированной аккредитации по организации здравоохранения. Конечно, по соседству со мной все другие специальности, эти комиссии тоже работают. Помогаю пройти периодическую аккредитацию. Помогаю без хлопот пройти повышение квалификации или профессиональную переподготовку. Быстро скажу новое правило, которое сейчас ввели. Теперь можно пройти профессиональную переподготовку по какой-то специальности, и еще будучи студентом там последнего, предпоследнего курса и во время ординатуры. До сих пор это тоже можно было делать, но ты диплом получал только после окончания ординатуры, тебя зачисляли на 4 месяца, а теперь вы будете получать одновременно с приобретением диплома студента, вы представляете, и диплома ординатора. Дальше, здесь, поскольку кто-то в аспирантуре, те, кто собирается защищаться, внешние отзывы, ведущая организация, попробуй, найди, подбери, да, отзывы на ваши авторефераты, пожалуйста, значит, все, что по науке, все, что для практических врачей, и студентам тоже предупреждаю, друзья, и стаж зарабатывайте, значит, и аккредитацию вовремя пройдите. Да потому что сколько людей прибегало, мне в жилетку плакались, понимаете, в свое время это не сделали. Вот зачем Рустем Фаизович, где наш дорогой Рустем Фаизович? Вот во имя чего нас всех тут с вами собирает, друзья мои. И хочу подчеркнуть вновь вот этот татарский дух, древняя культура. В XVI веке татарский поэт Мухаммедьяр оставил нам такие строки. Ты совершай добро, в нем польза есть. Шифасы бар, савабы бар. Говорили, да? В нем польза есть. Кто зло творит, того постигнет месть. Тому дай руку, кто устал в борьбе. Когда-нибудь поможет он тебе. И это девиз нашего клуба.
mıncillerden Ezilse bayası yollarım Görürüm min köpürgüllerden İnsan gönüllerin boyuna Yaşaklar var mıncillerden Ezilse bayası yollarım Görürüm min köpürgüllerden Yaşaklar
Allah